Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 4 сентября 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Пятерка пентаклей выпадает как карта дня. Что будет помогать, что будет мешать. Это карта на отношения, карта на работу, на финансы, на здоровье и итог дня. Подсказывать буду на цыганской колоде. Итак, у нас пятерка пентаклей выпадает как карта дня. Да, карта кризисная, карта сложная в эмоциональном плане, в плане принятия решений. Не зря у нас лежит рядом карта влюбленные. Она тоже часто говорит о конфликте внутреннем, когда мы должны оставить что-то в прошлом и начать новое, да, и не готовы ни с прошлым расстаться, ни новое начать. Вроде бы одно привлекает, и другое жалко оставить. И вот это вот состояние, оно может быть очень сложным. Так вот, карта говорит о том, что нужно сделать выбор уже. Да? Особенно это у нас касается пентаклей. Это касается денег, это касается зарабатывания денег, способов зарабатывания денег. Это касается здоровья, тела. Это касается нашей семьи и ее обеспечения. Да? Вот какие-то вот вопросы такого материального характера, материальной стабильности, они будут требовать нашего решения. И это будет очень сложно, потому что мы боимся отказаться от старого. Вдруг у нас ничего в будущем не получится, да, такое вот ощущение. А на самом деле вот нас как раз и удерживает в каком-то негативе, в сложной ситуации то, что мы не можем отпустить прошлое. Давайте посмотрим, чего именно это касается больше всего. Пятерка пентаклей. Это у нас Меркурий в Деве, да. Дева, это, знаете, вот астрологически вообще Деве соответствует Меркурий, который находится в ретро-фазе. Да? А ретро – это то, что нужно переделать, на чем-то сконцентрироваться, довести до ума, научиться вот тому, чтобы что-то делать безупречно, безошибочно. Да? Если что-то начали, закончить. И вот как раз у нас вот эта ситуация и будет сегодня проигрываться. Да? Все, что касается каких-то переделок, возвращения к прошлому, да, вот что мы где-то не доделали в отношениях, в работе, в деньгах, в воспитании детей, вот где угодно. Вот сегодня эти ситуации будут возвращаться и будут от нас требовать: пожалуйста, занимайтесь с нами, да, они прям будут настойчиво об этом нам напоминать, и мы не можем от этого уйти. И поэтому вот как бы ситуация сложная. Но в то же время, если принять это, для нас же это хорошо, мы можем почистить что-то в прошлом. Даже, знаете, может быть, это эмоциональные какие-то блоки могут выходить, связанные с общением с другими людьми, да. Может быть, там обиды какие-то, может быть, пересмотреть просто как-то это с новой точки зрения, да, может быть, мы неправильно оценили ситуацию, может быть, мы зря обижаемся, и человека как-то можно оправдать, может быть, мы сами какие-то ошибки совершали. Вот желательно это сегодня осознать для того, чтобы освободилась энергия. Видите, здесь у нас карта влюбленной, старший аркан, то есть для нас это какой-то решающий день, когда для нас открываются возможности новые, да, то есть чтобы что-то получить хорошее, вот жизнь нас проверяет, насколько мы готовы, может быть, делать то, что необходимо, то, что сложно нам. Что будет мешать? Девятка мечей. Это как раз вот переживание, да, мыслей много, слов много, разговоров, а дел никаких. Вот это как раз и будет мешать нам. То есть нужно просто сделать по пентаклям, да, но не думать по мечам зря, потому что лишь только энергию теряем, толку никакого. А теперь отношения. В отношениях семерка кубков. Но семерка это уже как бы характеристика отношений, да. Но здесь могут быть отношения непростые. Отношения, когда мы чего-то ждем от партнера или от других людей, а нам все это совершенно по-другому ну, как бы преподносится, да. То есть, а мы к этому не готовы. У нас свои желания, у нас свои какие-то планы на этого человека или на отношения с ним. А он по-своему живет, так как нам не подходит, допустим, да.
Вот сложный момент может быть сегодня. Для тех, кто в поиске партнера, девятка, бубновая дополнительная карта вот к основной. Ну, карта говорит о том, что, может быть, будет какая-то сложность, связанная... будет какая-то сложность, связанная с тем, чтобы прекращать что-либо в своей жизни. Ну, допустим, у вас есть какая-то привязанность к какому-то человеку, да, и вы понимаете, что вам вместе уже не быть, у вас вот все не складывается, допустим, да, но вы все равно про него думаете, про него помните, и поэтому пропускаете новые возможности. Вот такая ситуация может быть. Для тех, кто уже в отношениях, дополнительная карта семерка трефовая. А карта говорит о том, что очень много трудностей, сложностей, вот, которые сейчас у вас в семье, это и денежного плана, может быть, с работой какие-то проблемы, может быть, обязанности, вот слишком много на вас навалилось, да, и, может быть, в общем, вы, скорее всего, устали от обилия разных мелочей, да, и вот вы можете сегодня очень остро чувствовать, что это вот не то, о чем я мечтал, да, и предъявлять к партнеру какие-то претензии. На самом деле партнеры не виноваты, это просто жизнь, которая требует от нас как-то проходить через сложности, да, и если бы не было бы этого партнера, был бы другой, было бы точно так же сложно. Дело не в партнере, а дело в нас, в том, что нам тяжело. Может быть, нам стоит задуматься о том, чтобы дать себе время для отдыха, может быть, выкроить для себя какой-то денечек, чтобы восстановить силы. Тем более, вот смотрите, карты довольно-таки сложные, и, скорее всего, это, знаете как, было очень много хлопот, а теперь вот, может быть, они немножечко отходят в сторону, да, и особенно остро начинает чувствоваться вот нехватка энергии, да. Вот нужно, может быть, отдохнуть, иначе вот можно просто разрушить отношения из-за какой-то мелочи, из-за пустяков. Для тех, кто в ссоре, дополнительная карта, семерка бубновая. Поговорить, написать, позвонить. Но только учитывать и чужое мнение, не только свое, да, для того, чтобы помириться. А для работы выпадает карта император, замечательная карта, старший аркан. То есть здесь могут решаться вопросы с руководством, можно, допустим, обращаться к руководству напрямую. Может быть, вас в должности повышают, да, может быть, у вас какие-то полномочия появляются для того, чтобы как бы более прочное положение занять в работе. Ну, очень хорошая карта. Давайте посмотрим, что для тех, кто в поиске. Карта туза пикового. Скорее всего, тот человек, который вас на работу будет принимать, он, скорее всего, будет с вами говорить, и вы ему понравитесь тем, что у вас какие-то идеи очень интересные по поводу этой деятельности, что у вас как-то вы отличаетесь выгодно от тех людей, которые уже работают в компании, и от вас может быть много толка, да, именно как свежий взгляд. Подойдет, скорее всего, вот эта работа, вернее, вы подойдете на эту работу. Для тех, у кого уже есть работа, все-таки здесь перемены. Может быть, новое начальство, да, может быть, вы занимаете новый пост, может быть, к вам приходит новый начальник, и как бы для коллектива это тоже изменение ситуации, да. Также карта говорит о том, что может быть какой-то, знаете, для вас перемещение какое-то может быть. Допустим, вы были руководителем в одном подразделении, теперь в другом. Или, может быть, для дома, допустим, вашу деятельность приспособили, и вы теперь можете удаленно работать. Ну, какие-то перемены, причем очень неожиданные, знаете, скорее они вас удивляют, хотя они к лучшему, да, но все-таки вы не ожидали этого. Для тех, у кого свое дело, шестерка червовая. Опять же, перемены у вас, но здесь как бы вы решаете, да, все менять. Скорее всего, вот вы осознаете, что нужно именно поменять, и либо у вас сейчас просто появляются какие-то планы, цели, да, надежда появляется на то, что все можно изменить, как-то стабилизировать ваш бизнес, использовать для этого ваше прошлое, да, вашу прошлую репутацию. Ну, в общем, карта говорит о том, что вы наконец-то чувствуете, что вот вы
можете изменить ситуацию так, чтобы ваш бизнес был стабильным, да, прочным, чтобы вы ни о чем не беспокоились. Даже если это не сегодня, то вот у вас какое-то такое предчувствие, предвкушение появляется, что вы это сделаете, вы этого добьетесь. Пятерка мечей, финансы. Это сложный тоже период для финансов. Скорее всего, как бы кризис в том, что деньги уходят очень быстро, да, их необходимо тратить, а приходят в меньшем количестве. Для тех, кто на зарплате, девятка пиковая, да, вот ситуация такая сложная, она пока что вот в одной паре, да, не меняется. Для тех, кто своим делом зарабатывает, восьмерка пиковая, но здесь нужно, чтобы здесь как бы вовлечено большое количество, может быть, людей, клиентов, может быть, коллектив. От них, от всех зависит вот ваша, как сказать, ваша прибыль, да, и может быть в этом сложность. Либо для того, чтобы вам из этого кризиса выйти, нужно, допустим, собрать весь коллектив, да, и поговорить о чем-то важном для вас, да, чтобы они как-то по-особому, может быть, продавали вашу услугу, продукт и так далее, и так далее. Или, может быть, обратиться к базе клиентов, может быть, прошлых клиентов, для того, чтобы тоже предложить им, может быть, какой-то новый продукт, услугу или еще что-то такое. В общем, здесь вот какие-то контакты между людьми очень важны для того, чтобы решить вот этот вопрос с финансами. Может быть, там телефонные звонки, встречи назначать какие-то с важными клиентами. Также карта говорит о том, что, может быть, будет потрачена какая-то сумма на какую-то, может быть, вечеринку, на какое-то собрание. Да, может быть, вы какой-то юбилей отмечаете. И если говорить, где решение проблемы, да, то вот именно, может быть, чтобы была сеть у вас какая-то, сеть из клиентов, сеть из продукции, да, из услуг, в общем, какая-то, когда вовлекается большое количество людей, вот тогда решается проблема с финансами здесь. И у вас, скорее всего, вам трудно это сделать. Вы никогда раньше этим не занимались. Вы только учитесь этому. Либо идея к вам приходит, как здесь можно изменить ситуацию. Для здоровья выпадает королева мечей. Карта, которая говорит о том, что ваше здоровье напрямую зависит от того, как вы общаетесь, как мы общаемся с людьми, друг с другом, с партнером. В общем, эта карта как дружбы, так и вражды. То есть вот здоровье ваше напрямую зависит от качества общения. Если, допустим, вы с кем-то враждуете, здоровье страдает. Если же у вас как бы дружба, и вы стараетесь как-то дипломатично все решать, значит, здоровье будет нормальное. Да? То есть вот здесь придется держать фокус на том, чтобы не ссориться сегодня, потому что прям здоровье может пострадать очень сильно из-за конфликтов. Давайте дополнительную карту достану. Да, неожиданно какая-то ситуация, кто-то поведет себя как-то, ну, нагло, может быть, да, неожиданно, и вы можете просто вспылить, да. Вот старайтесь быть готовым к такой ситуации, может быть, заранее как-то проиграйте, как вы будете себя вести, и это вот уже шанс какой-то. Для итога дня выпадает карта дурак, шут, да, то есть что-то действительно за день происходит кардинальное, что вы вот в таком состоянии, может быть, шока даже находитесь, вообще не ожидали то, что произойдет, совершенно не думали, что так может быть. И вот это состояние, когда вы не могли даже предугадать, как развернется ситуация, вот оно прям будет в конце дня. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, чтобы вы ко всему были готовы и все оборачивали себе во благо. Всем хорошего дня, до свидания.